Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Накануне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин доложил о первых результатах расследования диверсии, совершенной на Крымском мосту. Согласно отчету, данные экспертиз, а также оперативная информация говорят о том, что взрыв – это террористический акт, направленный на разрушение гражданской и критически важной инфраструктуры России. Как сообщил президент, очевидно также, что заказчики, организаторы и исполнители теракта – это украинские спецслужбы. При этом, как отметил глава государства, киевский режим уже давно использует террористические методы. Это убийство общественных деятелей как на Украине, так и в России, обстрелы городов Донбасса, которые длятся более 8 лет, акты атомного терроризма, речь о ракетных ударах по Запорожской АЭС. Но не только. Спецслужбы Украины осуществили также уже 3 террористических акта в отношении Курской АЭС России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанции. В результате 3-го такого теракта было повреждено сразу 3 таких линии. Принятыми мерами ущерб был в кратчайшие сроки ликвидирован, каких бы то ни было серьезных последствий не допущено. Но совершен и целый ряд других терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны, включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток». Все это доказано объективными данными, в том числе и показаниями самих задержанных исполнителей этих терактов. Как известно, представители России не допускают к расследованию причин взрывов и уничтожения международных газотранспортных систем, проходящих по дну Балтийского моря. Но всем нам хорошо известен конечный бенефициар этого преступления. Как отметил президент России, оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно. Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов, ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерацией, заключил президент России.